Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин алдында коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле Эл ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү социальный правительство МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. 3-июль 2020 жылга карата статистикалык маалыматка COVID-19 боюнча токтолуу кетүүгө уруксат бериңиздер. Бир сутка ичинде жалпысынан 125 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 44 бейтап, Чүй областынан 7 бейтап, Ош шаарынан 42, Ош областынан 15 бейтап, Нарын областынан 6 бейтап, Жалал Абад областынан 7 бейтап, Талас областынан 1 бейтап жана Баткен областынан 3 бейтап айыгып чыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 2655 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 13-июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 506 учуру катталды. Бишкек шаарында 230, Ош шаарында 36, Чүй областында 151, Ысык көл областында 25, Ош областында 14, Нарын областында 9, Жалал Абад областында 21, Баткен областында 19 жана Талас областында 1 учур катталды. 506 жаңы катталган учурлардын ичинен сырттан келгендердин арасынан 1 учур, өлкө аймагында катталган учурлар 505 түздү. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 6767 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 2733 учур, Ош шаарында 711, Баткен областында 127, Жалал Абад областында 408, Ысык көл областында 164, Нарын областында 506, Ош областында 509, Чүй областында 1289, Талас областында 80 учур, ал эми Соль Илек шаарынан келгендердин арасында 119, Россия Федерациясына келген курсанттар 100, жана Россия Федерациясына келген кыргыз жарандардын арасынан 21. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 73 кишини түздү. Бишкек шаарынан 32, Чүй областынан 20, Ош шаарынан 7, Ош областынан 7, Жалал Абад областынан 3, Баткен областынан 3, Ысык көл областынан 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 994 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 20 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 484 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 3444 аял адам, 3321 эркек. Жаңы катталган учурларда 255 аял, 255 эркек адам. Ооруканага жаткырылгандардын абалына токтоло кетсем, стационарларда дарыланып жаткан бейтаптардын саны 638 түздү. Алардын ичинен оор абалда 99 бейтап, жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жаткандардын саны 19. Орточо оор абалда 312, канааттандырарлык абалда 227. Үй шартында дарыланып жаткан симптомсуз бейтаптардын саны 3398. Айыгып чыгарылган бейтаптардын саны 2655 адамды түздү. Бир сутка ичинде жасалган изилдөөлөрдүн саны 3281 изилдөөнү түздү. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 23019. Белгилеп кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүп турушу ыктымал. Уруксат берсеңиздер, статистикалык маалыматты COVID-19 боюнча орус тилинде айтып берсем. Добрый день, уважаемые телезрители,
уважаемые радиослушатели. Позвольте остановиться на статистической информации по эпидемиологической ситуации COVID-19 в Кыргызской республике на 3 июля 2020 года. Из стационаров республики за последние сутки выписано 120 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 44, в Чуйской области 6, в Жалабатской области 7, в Волжской области 15, в Нарынской области 6, в Таласской области 1, в Баткенской области 3. При выписке результата анализов на коронавирус у всех отрицательный. Всего за время вспышки выписано с выздоровлением по стране 2655 пациентов. Айнура Бектургановна, прошу прощения, 125, да, пациентов за сутки выписались? Да, выписано 125 пациентов за сутки. Да. А за время эпидемиологической ситуации с начала 2655. За сутки в стационарах республики зарегистрировано новых 506 подтвержденных случаев COVID-19. Из них в городе Бишкек 230 случаев, в городе Ош 36 случаев, в Чуйской области 151 случай, в Иссыкульской области 25 случаев, в Волжской области 14 случаев, в Нарынской области 9 случаев, в Джалабатской области 21 случай, в Баткенской области 19 случаев и в Таласской области 1 случай. Среди новых 506 подтвержденных случаев 1 случай завозной и местных 505. Всего в Кыргызстане зарегистрировано 6767 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в городе Бишкек 2733, в городе Ош 711, в Баткенской области 127, в Джалабатской области 408, в Иссыкульской области 164, в Нарынской области 506, в Волжской области 509, в Чуйской области 1289, в Таласской области 80, и среди прибывших из города Соль-Илецк 119 случаев. Военнослужащие, курсанты из Российской Федерации 100 и граждане Кыргызской Республики, прибывшие из Российской Федерации 21. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 73 новых случая COVID-19. Из них в городе Бишкек 32, в Чуйской области 20, в городе Ош 7, в Волжской области 7, в Джалабатской области 3, в Баткенской области 3 и в Иссыкульской области 1 случай. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 994 случая, из которых за сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 20 медицинских работников. С начала эпидемиологического процесса по республике выписано с выздоровлением 484 медицинских работника. Из зарегистрированных положительных случаев 3446 составляют женщины, 3321 мужчины. Среди новых случаев 255 это женщина и 251 это мужчина. Если остановиться на состоянии госпитализированных в стационары республики, то количество пациентов составляет 638, из них в тяжелом состоянии 99. Находятся на лечении в реанимационных отделениях 19 пациентов. В состоянии средней тяжести 312, в удовлетворительном состоянии 227. На домашнем амбулаторном лечении, на самоизоляции находится 3398 человек. Выписано 2655. Умерло 76 человек. Всего за последние сутки проведено исследований в лабораториях страны 2955 образцов. И количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 на сегодня составляет 23 019 человек. Да, необходимо отметить, что данное количество контактных лиц может изменяться по ходу эпидемиологических расследований. Спасибо. И один уточняющий вопрос. Вот можете обратиться к гражданам и уточнить этот момент, когда все напрямую ездят в больницу, и всех ли будут принимать, и надо ли обратиться вначале в ЦСМ по месту жительства? Да, конечно же, мы по ходу эпидемиологического процесса не раз изменяли алгоритмы, и
в связи с увеличением количества лиц с осложнениями от COVID-19, увеличением количества пневмоний, сегодня люди с бессимптомным течением заболевания находятся на домашнем амбулаторном лечении. И все время мы, согласно наших алгоритмов, говорим, если у вас появились какие-либо клинические проявления, вы обязательно должны обращаться по телефонам горячей линии 118, 112. И после этого к вам выезжает мобильная бригада. Мобильная бригада составляет, согласно разработанных чек-листов, оценивает состояние пациента, передает врачам центров семейной медицины для дальнейшего дистанционного ежедневного наблюдения за пациентом. И врач центра семейной медицины, наблюдая за данным пациентом, он в дальнейшем принимает решение о госпитализации пациента. Ушуну эле кыргыз тилинде дагы айтып койсоңуз, алгач ушул үй бүлөлүк медицина борборундагы дарыгерге кайрылыш керекпи, ал деген андан кийинки дарыланууну жазып анан өзүнүн жолдомосун береби? Ооба, эпидемиологиялык абал COVID-19 боюнча өзгөрүшүнө жараша мына COVID-19 Кыргыз Республикасында тастыкталгандан баштап биз ар кандай алгоритмдерди иштеп чыктык. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, симптомсуз өтүп жаткан пациенттерди буга чейин госпитализация кылып дарылап жатканбыз. Ал эми бүгүнкү күндө ошол COVID-19тон осложнениялары көбөйүп, пневмония көбөйгөндүгүнө байланыштуу азыр биз алгоритмдерди дагы алмаштырып, азыр ошо симптомсуз жеңил түрдө өтүп жаткан пациенттер үйүндө ЦСМдер, үй бүлөлүк медицина борборлордун дарыгерлеринин көзөмөлүнүн астында, дистанцион көзөмөлүндө, күндө көзөмөлүндө болуп турушат. Андан сырткары, эгерде ар кандай клиникалык симптомдор пайда болсо, ошо COVID-19 илдетине таандык болгон симптомдор пайда болсо, сөзсүз түрдө 112, 118 ыкчам телефондоруна кайрылыңыздар деп айтып келебиз. Ал жерде мобилдик бригада ошол телефон чалуу боюнча адреске келип, атайын иштелип чыккан чек-листтер боюнча ошол пациенттин, ошол кайрылган жарандын, кайрылган адамдын абалын тастыктап чыгып, госпитализация кылуу боюнча, ПЦР анализ алуу боюнча атайын чечимдерди кабыл алат. Андан сырткары ошол мобилдик бригаданын составы менен атайын ар бир үй бүлөлүк медицина борборлоруна, дарыгерлерге ошол кайрылган адам боюнча маалыматты берип, үй бүлөлүк дарыгерлер ал адамды үйүндө температурасын күндө ченетип, абал жөнүндө маалымат алып турат дагы. Эгер ал пациентти госпитализация кылыш керек болсо, ошол дарыгер өзү чечим кабыл алып, анан госпитализацияга жиберет. Спасибо. И еще один уточняющий вопрос. Вчера в соцсети вышло видео по питанию в больницах. Расскажите, как кормят в стационарах зараженных медиков? Да, в последнее время необходимо отметить, что ситуация у нас в стране непростая. Ситуация непростая не только для нашего населения, но и для наших медицинских работников. Да, наши медицинские работники, понимаем, они трудятся из последних сил, они вкладывают все свои силы. И было видео о том, что наши медики питаются овсяной кашей, и как бы возникает недовольство среди медицинских работников. Но я хочу отметить, что медицинские работники питаются 3 раза в день. Министерство здравоохранения, все организации здравоохранения, которые сегодня работают в режиме ежедневного, ежесуточного, ежечасного, ежеминутного приема пациентов, обеспечиваются всем необходимым, по крайней мере, стараемся обеспечить всем необходимым. И если поступает такая информация о том, что тому или иному медику
или же группе бригаде врачей, которые работают непосредственно в очагах или в мобильных бригадах, или же в обсервациях, не хватает питания или каких-либо средств индивидуальной защиты, то Министерство здравоохранения старается реагировать на каждый сигнал. И да, конечно же, вот я хотела еще остановиться на некоторой информации, на некоторых видео, которые также прошли у нас в интернет-источниках. Например, 30 июня в городской клинической больнице номер 1 также была ситуация, что несвоевременно принимали пациентку, которая обращалась за медицинской помощью. Эта пациентка, да, действительно, данная клиническая больница находилась в процессе открытия. Несмотря на это, был очень большой поток пациентов. Несмотря на это, эта пациентка была принята, была госпитализирована в палату интенсивной терапии. Сегодня ее состояние средней тяжести, сатурация 93%, ей обеспечен кислородный концентратор, хотя она в нем сегодня при этой сатурации не нуждается, она дышит самостоятельно. И сегодня, 3 июля, она будет переведена в обычную палату. Ну, фамилию ее не называю, я думаю, наверное, представители средств массовой информации понимают, о чем идет речь. Также, конечно, я хочу остановиться на одном из тоже видео, где медицинские работники толкают машину скорой помощи. Да, еще раз хочу сказать, медики сегодня работают в авральном режиме, днем и ночью. Такие ситуации случаются. Оказывается, эта техника, она может на пути к пациенту остановиться, поломаться. И врачи прикладывают все свои усилия для того, чтобы поехать на спасение пациента. Я прошу прощения. Ну и, конечно же, еще хотелось бы сказать о том, что, да, очень много комментариев, очень много вопросов в социальных сетях о том, что не должна быть статистическая информация каждый день от Министерства здравоохранения, что в принципе это ненужные цифры, и люди не нуждаются в этой статистике. Конечно, каждый человек имеет право на свое мнение, но я просто хочу сказать, что вот я проработала в Волжской области, в Нарынской области, очень много общалась с населением, и в регионах есть, оказывается, необходимость, чтобы люди понимали, узнавали, какова ситуация, эпидемиологическая ситуация у нас во всех регионах, и есть граждане, которые каждый день из средств массовой информации, из официальных источников хотели бы получить достоверную информацию, именно цифры, как протекает ситуация по COVID-19 в стране. Поэтому я хочу обратиться к радиослушателям, к телезрителям. Конечно, если есть пожелания о том, какие еще вопросы мы должны осветить на своих брифингах, на своих сайтах, то мы готовы учесть и готовы эту информацию тоже освещать в ходе своих информационных брифингов и выступлений по средствам массовой информации. Спасибо, Айнура Бектургановна. Пользуясь случаем, хотели бы выразить соболезнования родным и близким скончавшихся за последние сутки от коронавирусной инфекции от имени Республиканского штаба и привлеченных сотрудников пресс-центра.
Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировала начальник Управления общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар», а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.